Число жертв на водоемах республики растет с каждым днем. В этом году наметился существенный рост этой печальной статистики. Из 84 утонувших 27 все еще числятся пропавшими без вести. На данный момент водолазные группы работают в Намском, Верхоянском и Нюрнбергском районах. Сейчас на многих реках шуга поднимается, поэтому охотникам, рыбакам надо быть очень осторожными. И сейчас рыба пойдет перед шугой, поэтому, конечно, многие выезжают на реки, завершить навигацию. Надо плавающие костюмы одевать, они более надежны в холодной воде. По статистике, каждый год в республике от переохлаждения на водоемах погибают около 50 человек. Также рискуют владельцы отечественных мотолодок «Крым». В этом году было зафиксировано 7 случаев опрокидывания этой лодки со всеми членами экипажа. В связи с непростыми погодными условиями движение всех маломерных судов, которые осуществляют перевозку пассажиров, были сдвинуты. Так, работа всех паромных переправ по всей республике будет приостановлена с 10 октября. Навигация маломерных судов уже прекращена во всех северных районах, за исключением Колымской группы. Здесь она завершится 5 октября. В этот же день закончится движение паромов на реке Вилюй. Выход маломерных судов в период закрытия навигации категорически запрещен и крайне опасен. Это сопряжено с риском для жизни. И судоводители маломерных судов будут нести административную ответственность вплоть до уголовной. Сегодня на паромных переправах Якутска был проведен совместный рейд. Контрольно-надзорные органы проверили наличие лицензии у судовладельцев, дающие право на перевозку пассажиров. Основные нарушения, если связаны с пассажирами, это, конечно же, перегруз судна. Если будем говорить, что судно предназначено для перевозки 10 пассажиров, судовладельцы идут на риск, берут 12 и 15 пассажиров с целью, понимаем, извлечения прибыли. На данный момент в России проходят реформы, направленные на улучшение качества плановых проверок. Эти мероприятия должны существенно повысить безопасность перевозок. Владимир Судулов, Илларион Федоров, Максим Бурцев, Вести, Якутск.